Привет! В прямом эфире радио «Крым Реалии» в студии Роман Спиридонов. 11 сентября, это уже завтра, состоится саммит Крымской платформы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это будет 4-я встреча участников международной площадки по деоккупации Крыма. Кто примет в ней участие, чего ожидать от нынешней Крымской платформы, об этом поговорим в ближайшие 20 минут в нашем эфире. Тема дня. А я приветствую в нашей студии первого заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа, бывшего политзаключенного и участника первого саммита Крымской платформы Наримана Джиляла. Нариман, день добрый. Добрый день. Вы были арестованы российскими силовиками в Крыму как раз после первого саммита в 2021 году, арестованы в Крыму именно за участие в нем, хотя формально это было уголовное дело, связанное там с каким-то подрывом газопровода. А на свободе оказались через 3 года в результате обмена за 2 месяца до 4-го. Чего ожидаете от Крымской платформы спустя такой промежуток времени? Вы знаете, ожидаю всего того же, потому что те условия, в которых возникла Крымская платформа впервые в 2021 году, они, к сожалению, не изменились. То есть по прошествии уже 3 лет, несмотря на усилия и Украины, и международного сообщества, Россия продолжает осуществлять агрессивные действия в отношении Украины. Она за это время успела официально заявить об аннексии еще нескольких территорий Украины, заняла, и началось полномасштабное вторжение, то есть, наоборот, увеличились те причины, из-за которых и в том числе Крымская платформа должна существовать, потому что, хотя оккупация Запорожья и Херсона это же не Крым, но, с другой стороны, все имеет один единый корень, поэтому до момента, пока Крым фактически не будет деоккупирован, а я вообще считаю, и думаю, мои коллеги в Меджлисе это полностью поддержат, пока не будет завершен процесс не только деоккупации, но и реинтеграции Крыма, Крымская платформа, я думаю, должна продолжать свою работу, потому что не только освобождение Крыма, но и его окончательное возвращение экономическое, политическое, культурное и так далее в состав украинского государства, это та тема, над которой странам-участницам Крымской платформы предстоит очень плотно поработать. Поэтому нельзя останавливаться, нужно продолжать. Вы отслеживали аспекты, акценты, которые рассматривали платформы на протяжении этих... У меня, конечно, прямой возможности делать этого нет. Для меня было просто очень важно видеть, что Крымская платформа не прекращает свою работу. Для меня важно, что страны-участницы продолжают в первую очередь поддерживать территориальную целостность Украины. И важно было слышать о том, что, несмотря на такие, провокационные различные заявления или такие вбросы, тема Крыма, она остается центральной во всей этой истории. Я имею в виду вопрос о целостности Украины и попытки заявить отдельные страны или организации, или политики о том, что возможно пожертвовать Крымом ради установления мира. Крымская платформа этот момент не поддерживает и продолжает заявлять об обязательном возвращении Крыма, деоккупации и восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года. Вам удалось изучить реакцию в Крыму на этот саммит? Как крымчане воспринимают? Естественно, они воспринимают его по-разному. Те жители Крыма, которые, безусловно, стремятся к освобождению Крыма, желают его и возлагают надежды на Украину, которая предпримет в ближайшее, я думаю, время усилия и предпринимает и силами ВСУ, и силами дипломатии, и силами вообще нашего руководства страны. Они поддерживают данное мероприятие и поддерживали изначально, именно чтобы представить их позицию. Я в свое время выехал на Крымскую платформу, несмотря на угрозы прямые, опосредованные. Естественно, те, кто поддерживает оккупационные власти, такие, к сожалению, в Крыму тоже есть, они против. Но значительная часть жителей Крыма, мы знаем это по традиции, они просто
встают утром, завтракают, идут на работу, обедают, ужинают и ложатся спать. То есть в основном даже такие серьезные глобальные политические события, которые касаются непосредственно судьбы Крыма, не суть центральные для их жизнедеятельности. Так это, к сожалению, происходит. Они живут, исходя из другой парадигмы, и готовы воспринимать победителя. А вы, насколько я знаю, будете участвовать в этом саммите? Да, непосредственно уже получил приглашение, буду участвовать, буду выступать и, естественно, буду говорить в первую очередь о возвращении наших гражданских пленных, политзаключенных и тех усилиях, которые мы и предпринимаем, и должны предпринять для возвращения наших граждан на родину. Может быть, чуть больше приоткройте завесу вашего выступления для нас в нашем эфире. Знаете, тут главное, что это в том огромном количестве вопросов, которые сегодня вынуждено решать украинское государство в условиях войны, чтобы мы не забывали, это есть объективно, есть и субъективные, к сожалению, причины, чтобы мы не забывали, что Крым очень зорко следит за тем, что предпринимает Украина в отношении Крыма в целом и в отношении возвращения именно крымских политзаключенных, которых более 200 человек там, и так далее, очень много среди них именно крымских татар. Та реакция на мое возвращение и освобождение, она подтверждает, что возвращение наших граждан, живущих в Крыму из плена, это не просто чисто человеческий какой-то момент, что мы вернули человека. Это очень четкий сигнал в Крым о том, что украинская власть, украинское государство уделяет внимание именно Крыму. То есть, казалось бы, простой вопрос. Вот человек вернулся, он житель Крыма, был осужден за какие-то несправедливо осужден и преследован, да? А в Крыму это воспринимается как раз то, чего они и ждут, что Украина нас не забывает. Украина вернула очередного политзаключенного, который не просто политзаключенный, из-за которого мы рады, за каждого возвращенного, а он именно из Крыма. Это очень важная работа, и я хочу акцентировать внимание всех именно на этом аспекте, что это именно то общение или содержание того, с чем мы обращаемся в оккупированный Крым к нашим гражданам. С нами на связи к нашему разговору подключается постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. Добрый день, Тамила Ханум. Доброго дня, ассаляму алейкум. Алейкум селям. В каком формате будет проходить саммит? Можете нам раскрыть некоторые нюансы? Сколько будет участников, сколько планируется? Будут ли новые участники в этот раз? Поки що секрети я не можу розкривати. Однозначно дізнаєтесь вже завтра. Звісно, що він буде проходити у гібридному форматі, тобто частково офлайн, частково онлайн, як і минулого року, і позаминулого року. Ми розуміємо, що формат Кримської платформи після першого інавгураційного саміту Кримської платформи, який відбувся у 2021 році, він змінився у зв'язку з об'єктивними обставинами і безпековими факторами, тому однозначно не можу поки що говорити деталей. Саміт буде проходити на високому рівні. Звісно, що за участі президента і перших осіб держави, представників Меджлісу кримськотатарського народу, урядовців, військовослужбовців. Саміт загалом як цілий день саміту це буде ряд подій в рамках саміту Кримської платформи, тобто це і експертне обговорення, це і саме пленарне засідання, і ряд заходів, які будуть проходити в рамках цього дня. Поки що не буду говорити деталей щодо того, чи хтось доєднався, але, власне, по кількості учасників фактично це буде на тому самому рівні, що і на попередні роки. Ну, может быть, можете нам слегка приоткрыть інформацію о хедлайнерах? Може, какие-то... Не можу, на жаль. Я думаю, що ви завтра все це почуєте. Треба розуміти, що є питання безпеки, якщо говорити про осіб, які будуть фізично брати участь, тому поки що деталі розкривати не можу, але вже завтра, фактично, ближче до кінця дня ви дізнаєтесь про всі імена.
А вот в прошлом году акцент был на развитии Крыма. Был анонсирован меморандум с компаниями, которые будут работать в Крыму после деоккупации. Известен ли акцент в этом году? В нас цього року є 5 флагманських тем. Одна з тем – це Крим і формула миру. Яким чином Крим вписаний у формулу миру? Ми розуміємо, що питання територіальної цілісності нашої держави є одним з ключових пріоритетів для нас, напевно, що ключовим пріоритетом. І, відповідно, без повернення території півострова і інших окупованих територій формулу миру, яка була презентована президентом Зеленським, повноцінно реалізувати не можна. Тому, власне, тема Криму, вона вписана в кожний пункт формули миру, і тому ми не могли це питання оминути. Друга тема, яка є дуже важливою, звісно, що це питання реінтеграції тимчасово окупованих територій. І, відповідно, ми будемо говорити про ті здобутки, які були, власне, у 2024-му, частково 2023 роках, тобто, що ми змогли реалізувати і прийняти на рівні уряду або українського парламенту, або до яких процесів були долучені інші стейкхолдери. Третя дуже важлива тема – це питання повернення цивільних заручників. І, власне, в вашій студії сидить Наріман Джелял, перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, який, дякувати Богу, вже цього року в саміті, 4-му саміті Кримської платформи буде брати участь наживо, тому що майже 3 роки він провів у застінках Кремля. І, відповідно, звісно, що і пан Дмитро Лубінець, і Наріман будуть говорити на ці теми. І для нас дуже важливо залучити максимальну кількість учасників Кримської платформи до питання звільнення політичних в'язнів або загалом цивільних заручників, бо це один з найскладніших треків роботи. Інша складова – це 80-ті роковини депортації кримсько-татарського народу. Загалом Україна вшановує 80-ті роковини в цьому році. Перші заходи ми проводили 18 травня. Наш український парламент закликав парламенти інших держав відповідно вшанувати і жертв депортації, визнати депортацію актом геноциду. Тому, звісно, що ми не могли оминути цю тему. Це питання розвінчування міфів навколо Криму. Один з ключових міфів, який досі, на жаль, засів у головах у деяких експертів або академічного середовища, що буцімто Крим історично належав Росії. Це не так. Ці міфи потрібно розвінчувати, тому одна з частин цьогорічного саміту буде присвячена в тому числі цьому. І будуть цікаві дуже, насправді, в цій частині саміту оголошення. Не буду поки що говорити деталі, але це дуже важливий буде посил для всього світу. І, звісно, що це питання успіхів України у Чорному морі. І, звичайно, що цей блок питань ми не могли оминути. Україна здійснює різні асиметричні дії у Чорному морі по різних військових об'єктах на території півострова. І тому, звісно, що ми про це теж будемо говорити. Благодарю вас, Тамила Ханум, за то, что подключились к нашему разговору. А я напоминаю, с нами на связи была постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева. А мы продолжим наш разговор через несколько секунд. Вы слушаете радио Крым Реали. Крымчане имеют право знать. А мы продолжаем наш разговор с Нариманом Джелялом. Давайте поговорим о мероприятии, проходившем в Крыму с 6 по 8 сентября. Речь идет о незаконных выборах в подконтрольный Кремлю Госсовет Крыма, Заксобрание Севастополя и местные советы. В МИД Украины российские выборы на временно оккупированных территориях назвали нелегитимными, а их результат никчемным. Осудил незаконные российские выборы в аннексированном Крыму и Евросоюз, назвав их очередным актом нарушения международного права, устава ООН, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. А вот в российском избиркоме Крыма считают, что выборы прошли без нарушений и ничто не помешает в ближайшее время сформировать новые выборные органы власти на ближайшие 5 лет. Вот не признанные ни мировым сообществом, ни Украиной, эти выборы российских депутатов в Крыму проходят в 3-й раз после 2014 года, после аннексии. Я знаю, вы следили за процессом. Есть отличия от прошлых?
В принципе, отличие заключается в том, что российская власть с каждыми выборами все более ухищряется в том, как принудительно вытащить избирателей на избирательные участки, как не допустить объективным и независимым наблюдателям фиксировать сам процесс избирательный. И, в-третьих, как добиться того, чтобы провластная или властная партия «Единая Россия» получала большинство. Вот 3 задачи, которые решаются из раза в раз. Это все новые какие-то технологии, новые методы. Мало, в принципе, похожие на демократические процедуры, известные в каждой стране. В украинских СМИ это называли имитацией. Это имитация выборов, хотя госпожа Панфилова, глава Центра избиркома России, говорит, что у нас своя демократия. То есть в России придумали такой термин. У нас своя демократия и свои демократические нормы, и пусть нам другие демократические страны не указывают. Хотя, казалось бы, еще недавно Россия в том числе стремились к унификации, да, каких-то принципов, понятий, терминологии демократии, но с недавнего времени мы понимаем, что Россию это все не устраивает, потому что согласно унифицированным, закрепленным в международных документах принципам демократии и процедурам, соответственно, демократическим, Россия просто в них не вписывается, нынешняя Россия, и, соответственно, она выглядит уж очень не камильфо, как бы, и так далее, поэтому придумали совершенно иные правила. Это вот и 3-дневный день голосования, и предварительные дни голосования электронные, экстерриториальные участки, там ограничили возможность наблюдателям фиксировать эти выборы. Силовики довольно откровенно вмешиваются в избирательную кампанию, одним оказывая поддержку, другим мешая. Какая-никакая внутренняя конкуренция там в отдельных регионах, в отдельных местах там все-таки существует. Внутренняя, там, например, в Хакасии там кандидат исторический коммунист там противостоит «Единой России», а власть российская, Кремль, они пытаются сейчас просто унифицировать это пространство, зацементировать, забетонировать и какой-то, не знаю, искусственный газон, наверное, сверху создать, чтобы был единый ландшафт. Фактически о федерализации как таковой в России давно забыли, я об этом слышал своими ушами еще в 2014 году, и от выборов к выборам вот этот процесс, он только усиливается, а ситуация с демократическими свободами просто ухудшается. Вот 47,6% это такая явка была на этих незаконных выборах по данным российского избиркома. Вот, казалось бы, да, вот с эфиров российского телевидения слышно о подъеме патриотизма, о единстве, а тут фактически такая низкая, похожая на апатию ситуация. Да. Почему? Очень понятно почему, потому что политика государства, несмотря на заявления пропагандистских СМИ, она имеет свои последствия среди населения. Политтехнологи, политологи и в Крыму также пытаются объяснить такую низкую явку какими-то общеполитическими закономерностями. Но это совершенно чушь абсолютная. Почему? В России не действуют эти законы. Вот те заявления о том, что общегосударственные выборы, например, выборы президента, выборы в Государственную Думу всегда имели большую, какое-то внимание со стороны избирателей, более высокая явка, а местные выборы это как бы такое себе, там всегда была ниже явка и так далее, может быть, имело бы место, если бы в России действительно была какая-то политическая свобода, и люди были вольны приходить или не приходить на избирательные участки. Мы же знаем, что в России давно этой свободы не существует, и предпринимается, по крайней мере, если говорить об оккупированном Крыме, и говорить о Запорожье, Херсонщине, Донецке, Луганске, в тех частях, которые они контролируются войсками Российской Федерации, о какой там свободе, демократии может быть и речь. Там совершенно иные действуют процессы, принуждения,
давления, стимуляции незаконной, да, выхода на избирательные участки. Поэтому вот такие объяснения, они совершенно как бы неоправданные. Смотрите, 3 дня. У нас, к сожалению, остается 30 секунд. Да, электронное голосование, контроль каждого руководителя предприятий или бюджетных учреждений за каждым сотрудником, чтобы вышел такой низкий результат. Но, простите, это говорит о том, что большинство жителей Крыма, в частности, просто не хотят принимать участие в этих выборах. Я думаю, принципиально, в частности, потому что они не принимают участие в незаконной избирательной кампании. Благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Нариман Джилял, первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, был в нашем эфире. Наше время подошло к концу. Следите за нами на нашем сайте Крым Реалии, смотрите нас на Ютубе. У микрофона был Роман Спиридонов. Крымчане имеют право знать.